Здравствуйте, с вами медиацентр «15 регион». Я Алина Хасаева. Мы собрали для вас самое интересное за неделю. Самый крупный в Европе и первый на Северном Кавказе. В Северной Осетии открылся селекционно-семеноводческий центр компании «Фотагра». Проект объединил на одной площадке все этапы производства элитного семенного картофеля. Производственная и диагностическая лаборатории, которые позволяют получить материал без инфекций и патогенов, и тепличные комплексы для мини-клубней. Мощность предприятия увеличится с 600 тысяч до 1 миллиона микрорастений в год. Это, в свою очередь, позволит удовлетворить возрастающий спрос на качественный семенной материал. Со знаковым событием регион поздравил полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка. Выпуск качественных оригинальных семян отечественной селекции повысит конкурентоспособность отрасли, поможет привлечению дополнительных инвестиций в агропромышленный комплекс региона и, как результат, даст новый толчок в выполнении госпрограмм, направленных на импортозамещение, обеспечение продовольственной безопасности и увеличение экспортного потенциала. Деятельность центра, на площадках которого будут созданы десятки рабочих мест, безусловно, создаст и серьезный социальный эффект. Селекционно-семеноводческий центр обеспечит 20% семенного картофеля в России, что укрепит продовольственную безопасность всей страны. Самое крупное в Европе и с точки зрения технологии, организации производства. Это очень высококлассная, точная, правильная, выполненная технология и выбранная технология. Поэтому абсолютно точно, что это так. Импортозамещение, вот как я уже сказал, до недавнего времени по отдельным видам и направлениям действительно большое количество семян мы, к сожалению, завозили из-за границы. С точки зрения качества. И важно не только произвести 20% рынка семян с точки зрения их объема, но и в том числе они должны соответствовать тем критериям и задачам, которые сельхозтоваропроизводитель к ним предъявляет. То есть это должны быть высококачественные семена, которые конкурентоспособны относительно тех иностранных аналогов, которые мы привозили к себе на территорию. В компании разработана программа развития семеноводства картофеля до 2030 года. В 2025-м предприятие должно достичь объемов производства 40 тысяч тонн оригинальных семян картофеля. Среди партнеров компании «Фотагра» – Костромская, Ярославская, Нижегородская и другие области страны. Кроме того, на протяжении 5 лет предприятие сотрудничает с Картофельным союзом России. Уникальность этого нового комплекса заключается в том, что на одной площадке расположена и производственная лаборатория, и диагностическая лаборатория, которая позволяет диагностировать, выявлять все известные патогены, болезни картофеля. Здесь же находится и лаборатория оздоровления картофеля, и парники для мини-клубней, и картофелехранилище. Основная высокотехнологичная часть производства нашего остается здесь, в Осетии, включая и выращивание на высокогорье. Глава Северной Осетии Сергей Миняйло предложил ограничить полномочия района в вопросах выделения земельных участков. Связано это с тем, что глава Задалесского сельского поселения оформила подложную справку на супруга. На ее основании он стал собственником 3 земельных участков. И это не единственный прецедент. Ранее такие ситуации происходили в Беслане и в Алагирском районе. Полномочия по выдаче земельных участков могут перейти от районов на республиканский уровень. Сергей Миняйло отметил, что в первую очередь это касается всех ущелий, где реализуются инвестпроекты. Специалисты разработали комплексную схему транспортного планирования Северной Осетии. Тему обсудили в профильном комитете. Участники встречи рассмотрели недостатки работы общественного транспорта. По словам председателя комитета Тариэля Солиева, если соблюсти все рекомендации, можно достичь позитивных результатов в сфере пассажирских перевозок. Он отметил, что нужно решать вопросы по организации безопасности движения и понижению стоимости за проезд. Солиев убежден, что регион сможет выйти не только на российский, но и европейский уровень. Задача схемы транспортного планирования – создать эффективную маршрутную сеть как в Владикавказе, так и в республике. Разработкой проекта занимается корпорация «Стройинвестпроект». Готовую схему направят в Министерство транспорта России, чтобы получить оценку и софинансирование. Завершился 3-дневный семинар для партнеров компании «Фотагра» семеноводства картофеля. Площадка объединила 35 участников из 5 регионов страны. Спикеры – ведущие специалисты отрасли со всей России. Семинар прошел на базе «Фотагра». В программе лекции, доклады и обсуждения. Особое внимание уделили борьбе с патогенами и вирусными болезнями картофеля. Обсудили и вопросы производства семенного материала и инновационные технологии отрасли. Завершился семинар экскурсии по селекционно-семеноводческому центру.
центру компании. Участникам показали лаборатории, рассказали о методах работы специалистов. Автоматическая проверка остинской орфографии теперь доступна для всех пользователей интернета. В Северной Осетии разработали для этого сервис. На странице ironau.ru Орфа можно не только проверить орфографию, но и исправить апострофы, которые часто используются в остинских текстах. Результат работы будет загружен на компьютер пользователя. Данные не передаются на сайт ironau.ru. Текст остается в браузере. Инициатор проекта Аслан Кудзаев убежден, такой сервис должен был появиться уже давно. На его создание ушло несколько месяцев. Словарь еще будут дорабатывать, исправлять ошибки, добавлять новые слова. Сервис будет полезен тем, кто профессионально занимается текстами, работникам местных издательств, редакциям остинских газет и журналов. Помимо создания сервиса, инициатор проекта Аслан Кудзаев продолжает работу над оцифровкой книг по остинскому языку и культуре. Все они доступны для скачивания в социальной сети ВКонтакте. В Северной Осетии отметили День российского студенчества. В Согма в этом году праздничная программа проходила с 24 по 27 января. Татьянин день в Академии традиционно отмечают с размахом. На одной из площадок студенты представили свои творческие номера, стихи на разных языках мира, песни и национальные танцы. Каждый факультет подготовил фотовыставку ко Дню студенчества. Стенд стал точкой притяжения. С праздником студентов-медиков поздравил председатель парламента республики Теймураз Тускаев. Встреча прошла в формате диалога. Студенты смогли задать спикеру интересующие их вопросы. А еще будущие медики провели квест для маленьких пациентов и врачей детской республиканской клинической больницы. Это были самые актуальные новости уходящей недели. Больше информации ищите на нашем YouTube-канале и на сайте 15 регион. Следите за нами ВКонтакте и в Телеграм. До новых встреч!